ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, прости нам наши грехи и мертвец, будучи мусульманами. Слава ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, Аллах даровал нам еще раз собраться в доме. Это милость Его по отношению к нам. И как Он говорит, кто придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тому Аллах воздаст награды, которые приравнятся хаджу. И за это дай Аллах, чтобы мы те знания, которые стремимся получить, они принесли нам пользу как в этом мире, так и в ахирате. И пусть Аллах дарует нам то, что обещал. И сегодня и последующие уроках, иншаллах, я хотел бы поговорить о воспитании детей. Но изначально хочу начать. Религия ислам призывает нас к 5 целям. 5 целям, да, то есть это маказа шариа, это в первую очередь это сохранение религии, хифзуддин. Второе это хифзун нафс. Четвертое это хифзуль айрт, то есть сохранить свою честь. И пятое это хифзуль маль, то есть сохранить свое имущество. И, конечно же, вот эти, чтобы достичь этих 5 вещей, человек уже с малых лет, он должен знать, как этого достичь. И, конечно же, этому обучает кто? Да, или родители, или же взрослое поколение. И, да, сегодня, иншаллах, я начну, как мы должны начать воспитывать детей от 1 до 7 лет. Ну, кто-то может спросить, ну еще же раньше надо, там, пророк Мухаммад ﷺ призывал, да? То есть, да, конечно же. То есть человек, мужчина, который будет, он главой семейства, да, если он до никаха, если он не женат еще, то он отвечает только за себя, то после уже он будет ответственный за свою семью. И да, конечно же, чтобы его семья была верующей, да, если чтобы его была семья счастливой, он должен нести ответственность и должен знать об этом. И, конечно же, правильно выбрать себе будущую супругу. И, конечно же, праведную мать. Из этого он должен выбирать, просить, обращаться к Аллаху, в первую очередь, просить дуа, да. Почему? Потому что для мусульманина самым сильным оружием является дуа. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, Он всегда в нас услышит и отвечает нам. Из этого, то есть, так пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, праведная жена – это половина веры. Из этого мы свою половинку должны правильно выбирать. И потом, конечно же, после выбора, да, мы уже должны правильно воспитать наших детей. Почему? Потому что это является обязанностью родителей и является правом наших детей. И вот здесь первое, на чем здесь останавливается автор, да, это хифзуль ахляк, сохранение нравственности. И здесь есть несколько пунктов. Мы их, иншаллах, с вами постепенно разберем. В первую очередь, здесь уже человек, у которого родился сын или дочь, он должен радоваться. Фарх биль маулуд. И Аллах субханаху ва тааля в некоторых местах об этом говорит. Например, в суре Заррият Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вабашшаруху би гулямин алим». То есть, когда Аллах субханаху ва тааля обрадовал Ибрахима алейхиссалям, кем? Исхаком. И также Аллах субханаху ва тааля говорит в суре Марьям в 7 аяте: «Я Закария, инна нубашширука би гулямин исмуху Яхья, лам надж'аль лаху мин каблу самия». То есть здесь Аллах субханаху ва тааля Закарию обрадовал кем? Яхья. Из-за этого, когда рождается сын или дочь, каждый человек, да, он должен радоваться. И когда он радуется, эта радость закладывается в ребенке. А если же человек будет сожалеть об этом ребенке, да, если он будет, почему почему не дочь, а сын, или же наоборот, тогда уже
это очень плачевно может сказаться. Конечно, все по воле Аллаха. Из-за этого в первую очередь человек должен радоваться рождению сына или дочери. Второй пункт – это выбрать для ребенка имя. Но не просто, которое понравилось, или же, может быть, назвать именем какого-то кумира или так далее. Нет. Здесь мы знаем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ахаббуль асма иля Аллахи Абдуллах ва Абдур-Рахман». То есть, наиболее любимые у Аллаха имена – это Абдуллах и Абдур-Рахман. Из-за этого, когда родители выбирают какое-либо имя, они должны посмотреть, правильно подобрать это имя. Потому что иногда бывает такое, даже есть татарская пословица, да, «Исеме джисемена турукиля». Может быть, иногда имя может повлиять на этого ребенка. Если человек выбрал какое-то там такое смешное имя, да, то тогда над ним могут быть издеваться. Или если это какое-то тяжелое имя, например, да, то могут так приукрасить это имя, то ребенку будет неприятно. Из-за этого даже у арабов есть такой обычай. Как только ребенок уже подрастает, да, это ребенка начинают называть как по куньи. Например, Абу Абдуллах, то есть отец Абдуллаха. Или Абу Ахмад, или Абу Ханифа, то есть отец Ханифа или отец Ахмада. Почему так делается? Потому что, когда, например, этот ребенок вырос, да, он идет со своей семьей, или там где какая-нибудь деловая встреча, и какой-нибудь его друг по детству может там назвать его каким-то именем, и это ему будет неприятно. А если он с детства уже так воспитывается, то это уже будет в дальнейшем, это именно будет правильно названо его, это имя. Из-за этого родители должны подобрать правильное имя этому ребенку. Следующий этап – это когда ребенок рождается, когда он растет, этот ребенок, конечно же, нуждается в чем? В ласке. Ласка. И однажды, здесь приводится, да, от Абу Хурайры, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поцеловал Хусейна, да, то есть это внука пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, да, то у него был один человек, который зовут Акра. И он сказал: у меня 10 детей, и ни одного из них я никогда не целовал. И тогда наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Ман ла ярхам, ла юрхам. То есть, кто не проявляет милость, как по отношению к нему будут проявлять милость? Из-за этого мы, люди, пусть это будет отец, мы должны проявлять свою милость. Не надо быть жестоким. Не по отношению к детям, не по отношению к жене. А то иногда бывает такое, то, что на работе, может быть, или, может быть, в мечети даже, да, мы такие ласковые, разговариваем так приятно. А когда приходим домой, тираны. Нельзя этого делать. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорит, когда к нему пришел один бадауи, да, он сказал: вы, говорит, целуете своих детей, а мы их не целуем. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ну если, говорит, Аллах, субханаху ва тааля, у тебя забрал милость, что мне поделать? Из-за этого мы должны целовать своих детей. Да, чем больше, тем лучше. И это не будет слабостью. Наоборот, когда человек целует своих детей, он тем самым что показывает? Он показывает любовь по отношению к нему. Он показывает то, что ты для меня дорог. И когда человек целует, он показывает то, что кроме тебя у меня никого нет. Самый близкий человек ты для меня.
И, конечно же, там есть разные поцелуи, да, кто-то целует в голову, да, кто-то в лоб, кто-то в лицо, кто-то в руки. У них есть свои особенности. Но когда мы целуем, тем самым мы воспитываем в ребенке что? Милость и милосердие. Из-за этого, если мы, отцы, никогда не целовали своих детей, надо начать. И чем раньше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Почему? Потому что на сегодняшний день мы думаем то, что я воспитываю ребенка. Вот я ему купил штаны, у него одежда есть, он в школу ходит, в садик ходит, все. Нет, не только это. Мы должны налаживать связь между детьми. Потому что, не дай Аллах, если мы потеряем эту связь, то заново склеить, построить эту связь очень тяжело. И этих примеров очень много. Из-за этого мы, будучи родителями, будучи дедушкой, бабушкой, да, мы должны это делать. Как это делал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Четвертый этап. Здесь Аллах субханаху ва тааля приводит это в суре Нур, 58 аяте. Мы, родители, должны научить детей спрашивать разрешение. Здесь длинный аят, да, но здесь именно те дети, которые не совершеннолетние еще, то есть мы сказали, да, от 1 до 7 лет, мы уже их должны воспитать, чтобы они просили разрешения в 3 случаях, в 3 времени. Как приводит это Аллах субханаху ва тааля. В первую очередь, это утром, то есть перед утренней молитвой. То есть, если ребенок хочет зайти к родителям, он должен постучаться и спросить разрешение. Второе, это после ночного намаза. Айша, да, или ясту намаза, тоже ребенок, здесь имеется в виду несовершеннолетний, да, он должен постучаться и попросить разрешение. И третий случай, когда после зухар, после иля намаза. Когда обычно люди, может быть, да, они ложатся отдохнуть. Вот эти 3 времени, когда ребенок должен постучаться и попросить разрешение. А тот, кто совершеннолетний, да, тот, кто уже разумный, он всегда должен спрашивать разрешение. А то сегодня мы видим, ребенок может вломиться, да. Почему? Потому что вот это воспитание не было, не заложено. А к этому призывает Аллах субханаху ва тааля в суре Нур. Из этого мы должны постараться обучить этому. И, конечно же, еще плюс к этому, когда, если мы научим этому детей, дети уже, они узнают времена намазов. Потому что мы им говорим, до утреннего намаза ты должен постучаться. После ночного намаза ты должен постучаться. После зухар, обеденного намаза ты должен постучаться. Тем самым мы воспитываем то, что намаз – это тоже очень важная вещь. Из этого вот это 4-й этап, когда мы воспитываем нравственность в ребенке. Следующий этап, 5-й, когда родитель занят поклонением, он ни в коем случае не должен отодвигать или ударять ребенка. А то иногда бывает такое, мы, например, постимся. Месяц Рамадан, да? Может быть, наш ребенок что-то сделал не такое, и все, понеслось. Да, конечно, ты постишься. Да, может быть, этот ребенок что-то сделал неправильно. И когда ты накричишь, или, может быть, даже ударишь, тогда у этого ребенка что остается? Мой папа или моя мама, она постится. И по причине этой уразы, этого поста, он такой злой. Получается что? Значит, ураза – это плохо.
Или же мы идем брать тахарат, а ребенок мешает. Или мы, когда читаем намаз, опять-таки ребенок мешает. Да, если же есть кто посмотрит, да, присмотрит за ребенком, это отлично. Например, может, пока папа читает намаз, а мама смотрит за ребенком, потом меняется, чтобы был хушу, да, это лучше, но когда нет никого. Мы ни в коем случае, даже будучи в поклонении, не должны отталкивать наших детей, потому что в них это закладывается. И опять-таки возвращаемся к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды, когда он стоял на мимбаре и рассказывал хутбу, в мечеть заходят два мальчика. Кто это? Хасан и Хусейн, два его внука, в длинных красных платьях. Они спотыкаются. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он их так сильно любил, да, он остановил хутбу, спустился с мимбара, подошел к ним, поднял их на руки. И что сказал? «Инна амвалякум ва аулядакум фитна». То есть, ваше имущество и ваши дети для вас являются фитной. Из-за этого мы, да, но для нас поклонение это важно. Но также мы должны постараться воспитывать наших детей, проявлять любовь, чтобы у них это тоже закладывалось. Из-за этого, да, нелегкое это дело, воспитание. Даже иногда бывает такое, то, что мы вот это дело перекладываем на что? Вот на эти вещи. Телевизор, телефон, ладно, пусть поиграет, главное мне не мешает. Так ведь? Ну, а потом что? Потом какие плоды мы будем пожинать? Об этом мы тоже должны задуматься сейчас. Из-за этого сейчас нам надо вместе воспитывать детей. Да, мы любим своих детей. Мы переживаем за них. Когда холодно, мы их одеваем. Когда не голодно, мы их кормим. Но, а кто защитит их от адского наказания? Кто защитит их от этого огня, если не мы? Никто. Из-за этого на сегодняшний день родители, дедушки, бабушки, на нас лежит ответственность, и мы за это будем отвечать перед Аллахом. За наших детей, за наших внуков. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в суре Бакара: «Ку анфусакум ва ахликун нара». Защити себя и свои семьи от адского наказания. Из-за этого вот в этом направлении мы должны стараться, стремиться. Да, на сегодняшний день, к сожалению, у нас идет крен в сторону мирских благ. Альхамдулилля, Аллах нам дает пропитание. Альхамдулилля, у нас есть где жить. Альхамдулилля, даже, может быть, и машины есть. Но вот не хватает. Охота еще куда-нибудь в Турцию съездить, отдохнуть. Хорошо. Дай Аллах, ты съездишь туда. Но, работая, или, может быть, копаясь в Ютубе, изучая какую-то вещь, не забывай о своих детей, о своих внуков. Потому что придет время, потом уже будет не до отдыха. Из-за этого мы именно от 1 до 7 лет должны детей воспитывать. Потому что они смотрят на родителей. Иногда бывает такое, что папа или мама приходят домой и говорят: ты намаз читал? Ты Коран читал?
а сами садятся за телефон или за телевизор. Как ребенок будет читать, если он видит то, что родители не читают? Сейчас кто-то может сказать, да сейчас 6-месячный или там 10-месячный ребенок в телефоне в центре уже так делает. Конечно, будет делать, потому что он каждый день это видит, и не по один раз. Он видит это. Но если же наши дети будут видеть, как папа с мамой читают намаз дома, читают Коран, да, иногда бывает то, что жалко разбудить ребенка на сухур. Но если ты сейчас его разбудишь, то он на этом воспитается. А если сейчас ты пожалеешь его, а потом уже будет тяжело. Кто-то говорит, ладно уж, пусть девочки, вот когда она вырастет, совершеннолетний станет, а там платок оденет. Но за день же не получается измениться кардинально. Тихонечко, поэтапно, пошагово мы должны к этому идти. Из-за этого давайте стараться воспитывать наших детей. Именно наших. Если мы сейчас начнем это делать, то, иншаллах, вот эти плоды получим. Потому что наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Иза мата линсану инката анху амалю». Если человек умирает, то у него книга деяний закрывается. «Илля мин талятатин». Кроме 3 вещей. И одно из них что? «Валяду салих». Праведный ребенок, который будет поклоняться Аллаху, своему Господу, а потом поднимет руки и будет просить: «О Аллах, прости моим родителям, о Аллах, прости моему дедушке, бабушке». Он будет просить, и этим родителям, иншаллах, будет записываться. Из-за этого мы сейчас должны стараться. А если этого делать не будем, то это выбор человека, но может быть поздно. Иншаллах, на этом мы сегодня остановимся и продолжим завтра. Субханаллах бихамдик, шхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр.